930 новорожденных в коме уже прошли расширенный неонатальный скрининг. Масштабную проверку детей на 31 наследственное заболевание запустили в этом году. Если ранее малышей проверяли только на 5 самых распространенных мутаций, то теперь федеральный центр финансирует более обширную диагностику. Виктория Палкина о том, почему это важно. 6 малышей появились на свет в этом году в Кайгородском районе. Один ребенок родился в стенах местной больницы, 5 в столичных роддомах. Расширенный неонатальный скрининг прошли все, отклонений не выявили. Профилактика – это всегда десятикратный перевес по эффективности, как минимум, да, и по эффективности, и даже по экономическим затратам, а для родственников и для самого пациента это же суть самой жизни. Поэтому это, мягко говоря, очень важно. И ранняя диагностика генетических заболеваний у маленьких деток до проявления клинических признаков этого заболевания довольно часто имеет максимальный эффект по излечению. Благодаря расширенному неонатальному скринингу, который стартовал в этом году в России, наследственные заболевания можно выявить уже в первые дни жизни ребенка до появления клинических симптомов. Своевременная диагностика дает шанс на эффективное лечение. Так, спинально-мышечную атрофию, которая раньше наводила ужас на родителей, сегодня можно вовремя купировать эффективными препаратами. Когда мы выявляем у новорожденных это заболевание, сейчас есть препараты, причем не один, а даже целых 3 препарата, которые вводятся еще до начала клиники. И в этих условиях, когда ребенок получает препарат, он не теряет свои функции. То есть у него нет гибели мотонейронов, и он не заболевает. Он остается здоровым ребенком. То есть это фантастические результаты, можно сказать, о которых раньше только мечтали. Сейчас это реальность, и поскольку такой препарат возник, необходимость в этом скрининге, она огромная. Еще с 1994 года в лаборатории Республиканского перинатального центра всех новорожденных проверяли на фенилкетонурию – наследственное заболевание, когда в организме не переваривается белок. А 17 лет назад в список базового неонатального скрининга ввели еще 4 направления проверки. С 2006 года была принята программа неонатального скрининга в Российской Федерации, когда мы обследуем, по республике мы обследуем 99% детей и выявляем заболевания 1-2 в год из каждой группы этих 5. Есть более редкие заболевания, поэтому эти дети все на контроле у генетиков, и если правильно их лечить, здесь обязательная помощь родителей, потому что во многом зависит от приема, например, у фенилкетонурии продуктов питания, у адреногенитального синдрома свои, да, лекарственные средства. Это позволит, чтобы ребенок вырос здоровым и ничем бы от нас, обычных людей, не отличался. Базовый неонатальный скрининг проводят в генетической лаборатории Республиканского перинатального центра, а вот материалы для расширенного исследования отправляют в Санкт-Петербург. Забор крови на неонатальный скрининг и расширенный неонатальный скрининг проводится на первые-вторые сутки после рождения ребенка. Ребенок должен обязательно получить кормление до забора крови. В течение 2 суток после забора крови тест-бланк с направлением должен быть доставлен в лабораторию медико-генетической консультации Коми Республиканского перинатального центра. Анализ крови на базовый неонатальный скрининг проводится в течение 3 суток, до 72 часа. И расширенный неонатальный скрининг, который проводится в Санкт-Петербургском медико-генетическом центре, также проводится в течение 72 часов. С начала года после расширенного неонатального скрининга 18 новорожденных попали в группу риска. Сегодня малыши находятся на дообследовании. Уже подтвердился 1 случай нарушения обмена веществ и первичный иммунодефицит. Виктория Палкина, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган.